Здравствуйте. Казахский поэт, историк, переводчик, философ, путешественник Шакарим Кудайбердиев родился 11 июля 1858 году в роду Табыкты в Кенбулаке Чингисской волости Семипалатинского уезда. Детство и юность Шакарима прошли в духовном поиске, развитии, чтении казахской и зарубежной литературе в русле науки и образования. В 14 лет под влиянием Абая он начал писать стихи о добре и зле, жизни и смерти, духовности. Абай стал его истинным наставником и духовным учителем. Также поэт написал трактат «Три истины», на который ушло 30 лет. В трактате представлен триединый подход к пониманию мира – материализм, теология и совесть. В 20 лет Шакарим Кудайбердиев стал волостным управителем. Воочию видел тяжбы казахского народа, гнет со стороны царского правительства, был справедливым управителем. Сомнения и душевные терзания этого периода жизни Кудайбердиев описал в поэме «Жизнь Забытова». Погрузившись в мир науки, изучал труды таких мыслителей Востока, как Хафиз, Физули, Наваи, а также произведения Байрона, Пушкина, Толстого. Он отправился путешествовать, чтобы ближе познакомиться с народом. В начале 20 века творчество Шакарима охарактеризовалось подъемом. В 1906 году он посетил Мекку, Мысыр, Стамбул, работал в библиотеках, пересылая по почте в семей приобретенные им книги. Последний период его жизни был сложным, так как совпал с революцией 1905-1907 годов, Столыпинской реакцией, Первой мировой войной, национально-освободительным движением 1916 года в Казахстане, февральской Октябрьской революциями, гражданской войной, установлением советской власти, коллективизацией. Все эти события оказали огромное влияние на мировоззрение поэта. Философ написал «Зеркало казахов», поэмы «Калкаман Мамыр» и «Энлик Бек», записки Забытова, «Найтарлак и Айсулу», «Смерть Кадара», повесть о Диле Мария, рассказы, объединенные под названием «Бейшехшек Бакшасы». Кудайбердиев также был переводчиком, переводил «Метели» и Дубровского Пушкина, роман Бичерстова «Хижина Дети Тома», рассказы Льва Толстого. Лирика и философские размышления Шакарима представляют собой богатое духовное наследие всего казахского народа. Много мудрых мыслей и истин можно подчеркнуть в многочисленных баснях, афоризмах и загадках великого мыслителя. Поэт погиб в возрасте 73 лет. Он стал одной из многих жертв советского режима. Трагедия случилась осенью 1931 года. В 1958 году Шакарим был реабилитирован. Спасибо за внимание.